доступно всем. Так, çok koyçkin. Düz efirde. Daha çıkarıp koyalım. Так, bir kişi Make Suyorov deydi. Make Suyorov. Assalamu alaikum Make. Так, екі кişi. Абшүкір, қандайсың? Абшүкір, абдан азыр bir теманы затрагивать етем бүгін. Алымқадыр Бейшеналиев законды трупный трансплантация бойынша, ошол бойынша кичине сөз кылсак жакшы болот эле. Өзүң дагы ошону эметип койсоң, сен да өзүң оюңду айтып койсоң жакшы болот эле да. Бирок сен да туура түшүнүшүң керек. Биякта Абшүкүр, бияктан бүгүнкү Алымкадырдын айткан сөзү бул негизи дал келбейт да. Мен имамдардан уруксат алдым деген, ошол боюнча сөздөрдү алабыз. Бирок мен орусчасынан жүргүзөм го, мага орусчасынан ыңгайлуу болуп атат. Анан кийин тиги законопроектти чыгарган айтып атышат, Марлен Маматалиев деп туруп, ошо Марленге орусча жакшы жетер экен деп ошол жөнүндө маек кылам. Так, урматтуу Facebook колдонуучулар, мына азыр эмете берели, 6 киши эфирде, бири-бириңерди басып койсоңуздар, көбүрөөк эме болсун, аудиториябыз көбүрөөк болсун. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен орусчасынан аз айтайын, анткени мен азыр орусчасынан айткан себебим, кээ бир сөздөрдү, кээ бир эмелерди мен кыргызчасынан мындай так айта албай калышым мүмкүн. Ошон үчүн туура түшүнсөңүздөр, мен кыргызчасынан, орусчасынан айтайын ушул түз эфиримде, жүргүзөйүн. Уважаемые фейсбукчане, я этот эфир буду вести на русском языке. Я уже объяснился кыргызскому сегменту, кыргызской аудитории о том, что мне намного будет легче изъясниться на русском языке, так как есть научные такие термины, которые на кыргызский как бы не смогу сразу сориентироваться. Поэтому я приношу большое извинение перед кыргызскоязычной аудиторией о том, что я сейчас этот эфир буду вести на русском языке. Тема нашего сегодняшнего эфира — это тот эфир, о котором сегодня это бурно не обсуждается. Почему-то это бурно не обсуждается. Это обсуждается только так, тихо. Алымкадыр Бейшеналиев сегодня перед депутатами идет вопрос по обсуждению законопроекта, где идет трупная трансплантация. Я понимаю многих людей, которые непосредственно болеют. Конечно, здесь было бы дешевле трансплантацией заняться и сохранить жизнь. Я их понимаю. Я также понимаю многих тех, которые как бы хотят, чтобы эта медицинская услуга оказывалась здесь. Но есть очень большое но в этой части. В Мексике в 1967 году был принят закон о трупной трансплантации. Когда приняли этот закон о трупной трансплантации, то в Мексике увеличилась смертность молодых, маленьких детей, молодых ребят, молодых девочек, увеличилась смертность. Почему? Потому что богатые люди, которые хотели получить какой-то орган, обязательно обращаются в медицинские учреждения. В медицинских учреждениях они, но это же не секрет, они узнавали идентичность, подходит ли тот или этот, который наблюдается у врачей, ребенок, то бишь молодой человек, у них находится идентичность их организма с тем организмом, в котором нуждается человек, богатый человек.
За счет этого за тот период оно увеличилось очень в разы, очень сильно увеличилась смертность молодых ребят. То есть на сегодняшний день, да, за этот законопроект, который мы предусматриваем, предусматривает ли он то положение, когда будут защищены наши граждане, которые живые. К примеру, просто, давайте вот просто мы рассмотрим один момент такой. Здесь какой-то богатый олигарх наш, кыргызский, нуждается в трансплантологии, да? Ему нужно поменять печень, почки там или еще что-то. При замене печени, почек в любом случае ищут идентичность. Идентичность выбирают у родственников и так далее, и так далее. Вот. Но здесь возникает другой вопрос. Тогда нам с Казахстана, отовсюду, с Китая, отовсюду будут ехать сюда люди, чтобы здесь поменять почку. Тогда будут искать идентичные организмы, которые по крови, по печени будут искать идентичность. И за счет этой идентичности они потом в крайнем случае могут пойти на то, чтобы, ну, какой-то парень или еще что-то, ДТП, или еще убить человека, или еще что-то, да, или еще что-то. За счет этого они умирают, они быстренько это покупают и меняют. Вот это в этом законопроекте есть или нету. Но мне сегодня сказали, что автор этого законопроекта, Марлен Маматалиев, я не знаю, насколько правда, насколько нет, но я считаю, и хотел бы спросить у тех людей, которые вносят этот законопроект, они учли ли какую-либо безопасность тем людям, которые живые. Потому что, сами вдумайтесь, если кому-то очень захотелось, он может организовать какой-то ДТП, опять повторюсь, какое-то еще что-то для того, чтобы получить его почки, печень, сердце получить. Вот это в законопроекте или в каком-то положении, которое сейчас очень сильно Алымкадыр Бейшеналиев, наш министр здравоохранения, защищает перед депутатами Джордж Кенеша, то предусмотрены эти нормы сохранения живых людей. Потому что здесь за печень, за почки, за свою жизнь люди, которые имеют большие деньги, они могут пойти на убийство этих людей. Поэтому в этой части правильно будет или нет? Это первый такой момент, о котором должно наш Государственный комитет национальной безопасности, который непосредственно отвечает за национальную безопасность Кыргызской республики, народа Кыргызской республики, то в этом положении надо сделать полностью контроль за этим, чтобы в этом положении, в законопроекте предусматривались нормы, по которому убрать риски того, что наше население может оказаться в таком положении. Это первое. Второе, сегодня очень-таки неприятно было, когда наш министр здравоохранения, отвечая на вопросы депутатов, он сегодня высказал такую вещь, что я получил письменное, я могу где-то ошибаться, но я в общем скажу, что он сказал, что я получил письменное разрешение у имамов, чтобы они разрешили трупную трансплантологию. Ребят, давайте обратимся к Конституции Кыргызской Республики. Мы по Конституции Кыргызской Республики мы являемся светским государством. Вот. Религия в светском государстве, она отделена от государственной власти. И в любом случае, а если она отделена от государственной власти, она не может влиять на какое-либо государственное законодательное решение. Я понимаю наших братьев-мусульман, и я сам мусульманин, да, мы понимаем все это прекрасно о том, что причем тут разрешение у имамов. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, насколько правильно нет, вот Абдушукур может меня прокомментировать, но насколько я помню, мне один из алымов говорил, что есть один из хадисов
один из хадисов, что в этом сказано, что человек, когда умирает, он должен быть, ну, как бы, либо убитый, ну, внутренние органы, все должно быть. И у кыргызов, без немея бойынча, посмотрите, когда мы едем, кто-то умирает, мы едем в судебно-медицинскую экспертизу, мы там войной становимся, чтобы его не вскрывали. Его не вскрывали, чтобы все, мы там прямо идет, до драки идет, чтобы вскрытия не было, и забираем. А тут у имамов спросил, имамы дали разрешение, а потом, когда у нас, когда салт, человеку взять и вспороть, забрать все и похоронить. Вот такие тоже вещи рассматриваются. И вот я сегодня Алмукадыра Бейшеналиева, я не понял, почему он именно так взял и сказал, что трупной трансплантологии он получил разрешение у имамов. Тогда получается, уважаемые имамы, а как вы могли дать? Потому что, насколько я понимаю, что есть хадисы, я правильно говорю, неправильно говорю, вот сейчас Абдушукур может сказать, то но это неправильно. Нужен ли нам закон о трупной трансплантологии? Я понимаю, что как бы есть трансплантология, когда сестра, брат, живые там уступают там или еще что-то. Но вот так вот взять и сказать подряд все трупы забирать и других людей или продавать или еще что-то, но это неправильно. Поэтому я считаю, что данный законопроект, к данному законопроекту трупной трансплантологии, который идет на обсуждение в Джорке, надо отнестись с очень внимательно, прям под лупой надо рассматривать этот законопроект, потому что этот законопроект, он опасен. Вот. Также мы с Марленом разговаривали, вот с Медером Алиевым я тоже разговаривал, я тоже говорил по некоторым законопроектам, которые вы вносите, вы немножко посмотрите. Это вы вносите законопроект, но вы не думаете о завтрашнем дне. Вы, когда вносите законопроекты, вы посмотрите, у нас есть акты, есть подзаконные акты, которые не отменены. Вот это все надо собирать и очень внимательно, под лупой рассматривать те законопроекты, которые касаются непосредственно жизни человека. Потому что человек в нашем государстве, самое богатство нашего государства, это народ Кыргызстана. А мы сейчас берем те законопроекты, вытаскиваем, которые могут и пагубно повлиять на наш народ. Поэтому я считаю, уважаемые фейсбукчане, уважаемые пользователи соцсетей, что этот вопрос я бы тоже хотел бы, чтобы много людей подняли это на обсуждение. Этот вопрос, чтобы этот вопрос был обсуждаемый на всю республику. Не обсуждаем просто на уровне депутатов или же самого министра. Уважаемый министр здравоохранения, вам бы немножко, когда вы разговариваете, вы все-таки министр здравоохранения, вам бы стоило бы, вам бы стоило бы немножко выстраивать логичность вот этих своих высказываний, потому что за счет того, что вы сказали, имамы разрешили, то вы пошли в противодействие с теми людьми, которые верят имамам. Поэтому, ваша честь, уважаемые Алмукадыра, вы немножко, конечно, я вам не советчик, я не имею права советовать, но я высказываю свое мнение. И я, говоря свое мнение, я вам вот так говорю. Этот законопроект очень опасен. Это опасный законопроект. Вот, просто надо собрать данные Мексики, Аргентины, Бразилии, там, что было, когда они вот этот законопроект. В Америке же этот законопроект полностью запрещен. В Европе этот законопроект полностью запрещен. Почему? Потому что его очень долго изучали, и вот наши взяли и этот законопроект задвинули. Извините, я, например, против этого законопроекта. Поэтому, уважаемые фейсбукчане, уважаемые, кто этот проект носил и кто этот проект продвигает, и также к руководителям структуры ГКНБ, который непосредственно отвечает за национальную безопасность самого народа, а также, уважаемый президент, вам бы тоже стоило бы
посмотреть на моменты этого закона, и я думаю, что этот закон надо очень тщательно рассмотреть и с позиции администрации президента, потому что ваше самое богатство, уважаемый президент, это ваш народ. И поэтому я считаю, что вы этот законопроект тоже должны, ваша администрация президента, также, еще раз повторюсь, национальная безопасность вы должны очень четко просмотреть, и прям до каждой запятой вы должны этот законопроект изучить. И также после изучения данного законопроекта вы все-таки должны этот законопроект вынести на общественное обсуждение. Не только перед депутатами защититься, но этот законопроект, который касается национальной безопасности самого народа, то если здесь включается народ, то вы должны его все-таки вынести на национальное обсуждение. Стоит ли этого делать или не стоит? Почему? Потому что сегодня своими словами наш министр здравоохранения, он просто сказал, что имамы разрешили. Он взял письмо у имамов. Но это... Тогда надо этот законопроект ваш выносить на общественное обсуждение. Если вы этот законопроект вынесете на общественное обсуждение, то что скажет народ? И тогда народ сам решит, правильно это или неправильно. На основании вот этих вышесказанных слов я бы хотел закончить и резюмировать свой прямой эфир. Ассаламу алейкум, Казахстан алга, аман болыңыздар.